сопровождает сегодня нашу программу. Здравствуйте, это «Свидание с джазом». И прежде чем рассказать о тех героях, о тех музыкантах, которые сегодня ублажать будут ваш слух, мы вкратце расскажем о том, что происходит сейчас за моей спиной. Это фестиваль «Музэнерготур». Музыканты из города Владимира, из города Дубна, научные деятели в совокупности с другими музыкантами из Армении, из-за рубежа, из Испании посетили нашу столицу, чтобы задать местной публике, то есть уфимцам, великолепный вечер. Но об этом в наших следующих программах. А пока мы расскажем о том, что вам предстоит сегодня увидеть и услышать. Мы продолжаем наш рассказ о гостях фестиваля «Розовой пантеры». В этом году этот фестиваль курировал идеолог, музыковед, культуролог, критик музыкальный, автор трудов по мировому и советскому джазу Владимир Борисович Фиртак. Он уже бывал в нашем городе в конце 70-х на всесоюзном тогда фестивале популярной музыки. И много интересного рассказал. Но об этом мы расскажем в следующих программах, потому что сегодня черед Аркадия Шелклопера. Именно его выступление сегодня порадует вас. Кто такой Аркадий Шелклопер? Это, конечно же, хоть он и гость из Германии, это наш соотечественник. Ибо лучшие российские музыканты потом составляют яркую плеяду музыкантов мирового уровня, но уже на других площадках, являясь гражданами тех или иных стран. Аркадий Шелклопер. О нем было сказано: большой талант и большой выдумщик. Так выразился Фиртак, когда появился Аркадий Шелклопер на башкирской сцене с большим альпийским рогом. Удивительный музыкант, виртуоз, композитор и к тому же экспериментатор. Он не впервой в башкирской столице приезжал сюда с разными выступлениями. И это выступление, конечно же, ему запомнится еще и тем, что он пополнил здесь, в Уфе, духовой свой арсенал. Если доселе была валторна, морская раковина и всякие виды трубных инструментов, то худрук фестиваля Олег Касимов одаривал практически всех гостей «Розовой пантеры» кураем. Башкирский национальный инструмент, который удивил гостей фестивальных. И Аркадий Шелклопер, конечно же, не теряя ни минуты, пошел за кулисы искать себе учителя. Учителей оказалось достаточно, потому что духовая секция биг-бенда Башгосфилармонии практически сплошь из кураистов состоит. Курай теперь есть и у Михаила Волоха. Это и дудукист, играет на армянском древнейшем инструменте. Билл Сакстон, саксофонист из Америки, также не мог поверить своим глазам и все пытался найти в курае какой-то механизм, пытаясь понять, откуда же производятся эти чудные, дивные звуки. Thank you. Thank you. Wow, this is special. This is really special, you know. When he had the stick, I thought it was to beat me with it. You know. Возвращаясь вновь к выступлению Аркадия Шелклопера, далее уже пошла музыка, написанная композитором Аркадием Шелклопером к немой версии фильма Альфреда Хичкока «Шантаж». То есть музыка узнаваемая. К нему в процессе выступления присоединился Михаил Волох. Этот творческий тандем существует давно. Михаил Волох – это музыкант с грузинскими, армянскими корнями. Конечно же, россиянин, прекрасно играющий на одном из видов дудука. Он, в частности, говорил об армянском дудуке, но с грузинскими корнями. И бывает, видимо, такой подвид. Ему подыгрывал их друг Олег Анохин, композитор из Казани. Не говоря о Даниэле Ондого Липете или Липете Ондого. Камерунец, давно прижившийся России, обрусевший студент Бауманки, прекрасно прижился в этой российской компании. Объехал всю страну, от Сызрани, Самары, Саратова, Рязани до Сибири. Вот эта дивная компания впоследствии составила проект «Лига наций». Всего было полно. И альпийских мотивов, и мотивов армянских Нагорий, и африканской страсти. обзор того, что вам предстоит увидеть.
Приятного просмотра. Сегодня герой нашей программы Аркадий Шелкопер. Спасибо, друзья. Это была композиция, написанная, извиняюсь за выражение, мной. Называлась она... Аранжировку, правда, сделал знаменитый аранжировщик американский, который много лет сотрудничал с немецким кёльнским оркестром Weder Big Band, Westdeutsche Rundfunk Big Band, один из самых крутых, я бы сказал, европейских коллективов. Его зовут Майкл Эбене. И, собственно, премьера вот этой композиции в том виде, который сейчас слышали, и прозвучала именно с этим биг-бендом. Но в версии вашего биг-бенда тоже очень прилично прозвучало. Оркестр Башкирской государственной филармонии. Да, соскучился, правда. Ну, я уже 2 года как не был в Уфе. Может быть, чуть поменьше. 1 год и 8 месяцев, наверное. Мы играли с оркестром Олега Касимова. И мне нравится этот коллектив. Они растут. И по сравнению даже с прошлым моим приездом коллектив вырос. И поэтому с ними можно двигаться дальше, развиваться и предлагать новый материал, который, в общем-то, не всегда похож на то, что мы называем традиционным джазом. Этот материал рождается в таких интересных ситуациях, и я привношу, так сказать, вот идеи, которые, может быть, порой далеки от джаза. Но меня это совершенно не пугает, и я этим даже в какой-то степени горжусь, что вот могу развить рамки джаза, джазовой эстетики, вот того традиционного джаза, мейнстрима, к которому мы все привыкли.
Сейчас мы сыграем пьесу, которая называется «Вупер». А я сказал, что пьеса называлась «Рваный мешок», да? Нет, предыдущая. «Рваный мешок» композиция называлась. И, так сказать, ну, как из рога изобилия, так и из рваного мешка сыпятся разные там вот звуки. Такая идея. Пьеса «Вупер» написана была несколько лет назад, в тот период моей жизни, когда я жил в городе Вуперталь. Есть такой город, кстати, в той же Нордрайн-Вестфалии, где, в общем, недалеко от Кёльна. И, ну, так как-то вот я вдруг решил, что памяти вот этого периода моей жизни было бы неплохо посвятить пьесу. Причем при том, что Вуперталь довольно известный джазовый город, ну, как бы больше фри-джаз, и если кто интересуется джазовой музыкой и знает немножко историю, то прекрасно понимает, о чем я говорю. В Вупертале живет до сих пор Питер Бродсман, Ханс Райхель, ну и такие вот немецкие фри-джазовые музыканты, которые известны во всем мире, продолжают играть вот такую, в общем, непростую музыку, и кому-то это даже нравится.
Олег Асимов, сопрано-саксофон. По законам жанра эта музыка и так предполагает импровизацию. И то, с чего началось первое отделение второго фестивального дня, это как раз и было таким убедительным доказательством вот этой, так сказать, изобретательности, экспериментальности и импровизационности джазовой музыки. Но мы часто говорим о том, что вот джаз – это свобода, что вот в джазе импровизация – это одно из главных структурных таких подразделений. Вот. Но я, как человек, который вышел из академического мира и, собственно, работал в Большом театре, в Московской филармонии, я, в общем, хорошо знаю академическую, классическую музыку и, конечно же, исполнял сам множество различных концертов для валторны с оркестром, то для меня импровизация гораздо шире. То есть я по своим вот внутренним каким-то соображениям, или, я бы сказал, даже по опыту своему, когда я говорю об импровизации, то я имею в виду не только вариации на тему, да, как обычно происходит в традиционной джазовой музыке, но и импровизация предполагается как импровизация формы, динамическая импровизация, тембральная импровизация, структурная импровизация, ритмическая, полиметрическая и так далее, и так далее. То есть для меня это, в общем, довольно большой такой мир импровизации, в том числе, как вы сказали, импровизация сиюминутная, да, то есть вот мы придумали, появилась идея, и она родилась. Это причем идея не музыкальная, это идея, она музыкальная, но идея сама чисто техническая. Да? Вот что мы сделали. Ага, вот здесь у нас такая по второй пьесе, у нас тут такой быстрый темп, а вот здесь надо сделать контраст. Вот, и это уже получается импровизация еще, кроме всего прочего, она драматургическая. Да? Вот получается, что мы еще один добавили такой термин к тому, что называется сегодня импровизацией. Но в целом это, я бы сказал, это все, конечно, опыт, и это вот свобода мышления. Вот что у джазовых музыкантов есть, так у хороших и гибких джазовых музыкантов, это то, что они готовы на эксперимент и готовы и не боятся тут же реализовать какие-то возникшие идеи. Вот это мне очень нравится. Пьесу, которую мы сейчас сыграем, это фрагмент из музыки к фильму, к немому фильму Хичкока «Blackmail», «Шантаж», не очень известный в России почему-то. Может быть, в Башкирстане он более известен. А фильм «Шантаж», и это был его последний немой фильм. Интересно, что его же Хичкок сделал звуковым, первым своим звуковым фильмом. Эти две версии немножко отличаются. Но вот к немому фильму, к немой версии мы с моим квартетом интернациональным написали свою авторскую музыку. И фрагмент из, конечно, там другой состав и другие, так сказать, задачи, но фрагмент вот из этого фильма мы сейчас играем и соединим ее вместе с композицией, которая называется «Фига». Никакого отношения вот к этой фиге композиции не имеет. Просто вот это такой новый жанр, новый стиль музыки, придуманный вот мной самим. И вот такой стиль, который, ну, как бы вот это вот вроде и вот не фуга, и вот и не жига. И такая получилась фига. А вот этот инструмент, который у меня в руках, я впервые на сцене с ним. Это обычная ракушка. Ну вот, посмотрим, что-то с этим можно сделать. Собственно, все инструменты духовые начались с этого. Очень громкая, можно на горы там свистать всех наверх.
Артур Гимаев. Если это органично, и если я, как гость, который приходит со своим каким-то самоваром, не порчу праздник, не испорчу проект, то я считаю свою миссию исполненной. Это, мне кажется, самое главное. Не испортить. Вот лучше промолчать, лучше не сыграть, лучше просто поприсутствовать, особенно если ты не знаешь, если ты не уверен. Это тоже импровизация. Ну вот, наверное, одна из немногих композиций вот в этой программе, которые, ну так скажем, все-таки больше принадлежит к джазовой эстетике, к эстетике биг-бенда. Композиция, правда, авторская, написана она Владимиром Федоровым. Это дирижер в оркестре Анатолия Кролла. И вот Владимир Федоров написал специально для меня композицию, баллада, которая называется «Everything is you». Все это ты. Или ты это все. Как на записи бывает, так что...
терминов к джазу применялось огромное количество. Как только не называли это явление, и само слово «джаз», если уж говорить об истоках, носило почти что характер сленговый, да, то есть то, что называется грязный язык. И слово «джаз» означало, практически оргазм. Это такое было слово. Да, это так, поэтому свидание с джазом можно, если, так сказать, отходить из истории, можно воспринять по-разному. В том числе и как свидание с кайфом, свидание с удовольствием, свидание с любовью, да, то есть это одно из, так сказать, как бы традиционных джазовых истоков, да. У негров это было выражение «джаз». Вот и все. Когда я работал в Большом театре и поигрывал джаз, так сказать, в кулуарах и уже даже где-то выступал, то я говорил своим коллегам, что джаз – это эмоции, это настроение, это энергия, это кайф. Они говорят, да ладно, знаем мы, джаз – это диагноз. Вот это действительно в какой-то степени болезнь. Вообще джазовый вирус, он достаточно, я бы сказал, силен и трудно вылечиваемый. И вот, поэтому люди, которые сходили на свидание с джазом, в общем, можно сказать, почти обречены. Этот вирус, в хорошем смысле слова, он многим на всю жизнь вколен, или, как сказать, привит, да? Вот, и, в общем, действительно сложно от него вылечиться. Но вы посмотрите, сколько джазовых музыкантов, которые, в общем-то, и не хотят вылечиваться.
В этой жизни мы ценим больше всего верность. Это действительно одно из таких качеств, которые всегда были достоинством мужчин и женщин. Вообще верность такое, да, хорошее слово. Поэтому люди, верные джазу, они готовы идти на какие-то, скажем, потери. Да? Многие джаз-музыканты не зарабатывают на жизнь достаточно, поэтому приходится работать и таксистами, и это не только в нашей стране, это где угодно, и в Америке, и в Германии. И есть джазовые музыканты, которые сидят, сторожат там дома или там, не знаю, что, фабрики. Разные профессии есть у джазменов, но они идут на это, потому что любят и заражены, как я говорил уже, да, и по-прежнему верны этому жанру и двигаются, развиваются как-то. Я просто услышал, что Аркадий, играя на альпийском роге, получил большие возможности как-то себя оппозиционировать в Австрии. Я думаю, что потому что, конечно, он получил этот инструмент. И у меня есть специально для него подарок от Башкирской государственной филармонии. Курай. И, конечно, башкирский мед. Я думаю, что такому мультиинструменталисту, как Аркадий, можно смело дарить этот инструмент. И, кто знает, может, через год, через два он будет почетным гражданином Башкирии. Я надеюсь на это. Аркадий, тебе подарок. Ну что ж, да, ответственно. В моей коллекции не было еще курай. Тибетский горн есть, трембита есть еще у меня такой инструмент под названием хиртенхорн, корна пасторичио и всякие другие странные инструменты. Ну вот теперь еще один странный инструмент придется освоить. Ну, сейчас мы пока все-таки сыграем не башкирскую тему, а сыграем тему ближе к России и к русской традиции. Композицию мы закончим концерт композицией Михаила Иванова. Композиция называется «Барыня». Ну, понятно, не надо переводить. Что это такое?
Эльмир Юсов. Айзат Гайфуллин.
Аркадий Шелклопер. Биг-бенд Государственной башкирской филармонии. Олег Касимов. Аркадий Шелклопер.